прочитали бы «к». То есть это одна и та же буква, и поэтому, вот, например, есть «к» и есть «к», одним словом одинаково будут писаться. Да? И вот у нас такой концепт, что сознательное воспоминание, да, сознательное, это вот концепция СМД. Ага, можно дальше. Ну, прежде всего, наверное, вот эти 3 лекции, да? Да. 5. АПЛ. 3 договариваем. Договоримся дальше. Если будет спрос, мы решим и по времени. Мне даже не дали это, 5 лекций, не дали даже сильные лекции. Да. Обидно. Ну и, в принципе, вот вчера я немножко коснулся этой темы, да, что такое память и что такое официальная история. Да? Официальная история — это как речи нашего многоуважаемого президента, да? Как будто вот скучная и сухая, да? Безэмоциональная. А память, она именно связана с эмоциями, с какими-то чувствами, с телом. И поэтому очень важно понять, что в тоталитарных странах вот этот контроль тела, он касается и государства, и касается и религии, он очень важен, потому что ты контролируешь тело, ты контролируешь эмоции. Следовательно, ты загоняешь человека в какие-то официозные рамки. Ага, и будет говориться о том, что, ну, в 3 лекциях я думал сначала поговорить о макроистории, потом перейти к микроистории и так далее. Почему это случилось? Ты что, было видео? Можно на видео. Это отрывок из «Острова сокровищ», да, мультфильм, может, кто-то видел, но это Джон Сильвер. Они боялись Бюлла, не Лили Бонс, меня. Боялся сам Флинт. То есть одноногий человек, но за счет своего вот этого говорящий, он имеет авторитет, да? И вот можно это сравнить с религией, это тоже рассказы. Хадисы — это тоже рассказы, да? О Мухаммеде, пророке Мухаммеде. Идеологическая история, которая преподается в наших школах, это тоже рассказы. Там, об Абдрахмане, о Ленине, там, еще что-то. Да? То есть это все дает источник власти человеку, потому что этими рассказами он направляет мысли человека в ту или иную сторону. Ага. Можно следующий, да? Прослушивать буду или? Не. Хорошо. В принципе, вот то, что он сказал, главное не понравится, а напоминать людям, как они ненавидят друг друга. Очень было хорошо видно на Атамбаеве, да? Как он стравливался, и как сейчас, в принципе, сейчас. И любой президент всегда вот этот север-юг поднимал тему, то есть стравливал. Это не мы делимся, это нас стравливают. Если мы посмотрим взаимоотношения между Кыргызстаном и Узбекистаном, там по одному щелчку новый президент. Мирзиёев. По одному щелчку до этого какие напряженные отношения были при Кариме. Он пошел, село Манас отстроил. Через полгода, да, мы уже за друг друга болели на Кубке Азии в Эмиратах. Уже комменты совершенно другие стали. О, братья, туда-сюда. Сейчас, если посмотреть, то есть кто-то наверху, оказывается, может рулить, показать. Это очень хорошо мы можем посмотреть по своей персональной истории, когда мы вспоминаем о бывших, бывший, бывшая. Какую историю вы хотите вспомнить? Если вы настроены на то, чтобы разорвать отношения, вы будете вспоминать о бывшем или бывшей только плохое. Если вы намерены опять воссоединиться, вы будете вспоминать только хорошее. То есть вот что такое память, вот что такое назад. И очень хорошо было видно вот в 2014 году, когда Гонконг первый раз восстал. Вот эти 96-го года, им 18 лет было.
Они именно восстали, сделали движение школьников, они тогда еще были школьниками, движение сколаризм против введения патриотических уроков в школе. Такие как история Кыргызстана, я не знаю, или монасоветина, да, я сам монасовет, у меня справка есть. И, короче, то есть люди понимают, да, свободные люди понимают, что такое идеология, как она работает и как она может отразиться на будущих поколениях. И вот эти дети восстали. Недавно, когда события были, он как раз с тюрьмы вышел, то есть ему 23 года, по-моему, 96-го, в тюрьму вышел и уже отсидевший, да, там, 3-4 года отсидевший. Ага. Следующий, да? И откуда вот, как макроистория, вот эти большие истории идеологически повлияли, скажем, на нашу страну? Мы дальше пройдем вот через то, что Наталья говорила, вот этот пафос, откуда появился, вот это, как же вы, пошлость, да, вот эта пошлость как появилась, да? Ну, во-первых, образ кочевника, научный образ кочевника и реальный образ кочевника сильно отличаются. Образ кочевника в Мулане или там, вот это 13 века, парижская хроника большая, это Мулан 98 год. Но образ кочевника это злой, даже лошадь знает. Здесь тоже злой людоед, и даже лошадь не траву кушает, а деревья, да, то есть так совпало с Муланом, да, что это, да, а откуда все это берется, да, следующий, да, можно? Это все берется из источников оседлых народов, да, то есть когда для них кочевник это чужой. И кочевник описывается близкий. Например, близкий кочевник, он все время бартер делает с оседлыми. Ему не надо зерно сажать, потому что он придет, коня поменяет на тонну пшеницы. Поэтому такой образ сложился в источниках оседлых народов, из которых мы взяли информацию про кочевников, что кочевники это вот бараны, скот, никаких пастбищ, никаких городов. Но это неправильно, да? Тот же Манас Акулу как приобрел? Он пахал землю, он обиделся на своего отца, ушел, как-то прижимистый же был, да? Он пошел, распахал землю, зерно, хороший урожай был, и на это зерно он поменял Акулу, коня. А у нас такой образ сложился, да? И города тоже были там. Просто, например, ну, постоянные, скажем так, поселения. Города тоже сложно назвать, они маленькие. Другое дело, что название, например, поселения у нас Пштаб, да? То есть зимовье. А это не учитывалось. А все думали, только на зиму. Но это просто название. Ага, следующее. И если мы посмотрим на глобальную теорию экономическую, в принципе, сейчас, вот, будь то Маркс или Адам Смит, вот тут смотрите, отец не только Соке, да, там, или Атамбаев, но отец экономической теории это Адам Смит, если Маркс, будь то Маркс или еще кто-то там, Чикагская школа, все они базируются на Адаме Смите. Джон Нэш что-то пытался против него идти, но с ума сошел, да? И здесь именно кочевники это сразу же после вот этого охоты и собирательства. Потом идет сельское хозяйство и Адам Смит это назвал коммерческое, ну, рынок. И когда мы будем по этой смотреть, то, естественно, кочевник почти что дикарь, да? По этой теории, если будем смотреть, это почти что дикарь. И отсюда вот эти комплексы, да? Неполноценности, и отсюда желание вот этого пафоса. О, мы герои, мы воины. Ага, следующий. И из-за того, что вот пространство, культура это что-то освоенное человеком. Посмотрите на карту, да? Здесь обозначены только города. Вот это все пустое. То есть
Пустота. Природа для нас с таким мышлением экономическим, экономизм, да, такой, главенство. С таким мышлением природа для нас стала пустотой. Один раз мы ехали через Шамал-Бесайский ГЭС, сейчас она Учкурганская называется, и таксист говорит, до ГЭС здесь ничего нет. То же самое, до Каджиса здесь ничего нет, да, до Уралного шахты. Ну как ничего нет? Пастбища были, да, вода была, ветер был. О, веселье было, да? И так далее. И вот эти все вещи от природы нас удаляют очень сильно, и мы мыслим научными категориями, а не чувствами. Ага. И сейчас будет видео одно. Я постараюсь перевод сделать. Следующий, можно? Да? Вот. Это тоже французский колонизатор в этом, во Вьетнаме. Ага. Ну, смотрите, капитан. Когда мой дядя, приехал во Вьетнам, здесь ничего нет. Ничего. Вьетнамцы были ничем. Мы работали очень хорошо. Привезли каучук с Бразилии, посадили здесь. Взяли вьетнамцев, работали с ними. И сделали из них что-то, из ничего. И почему, вы спрашиваете, мы не хотим отсюда уходить? Потому что это наше. Мы это сделали, Вьетнам. Что-то вроде этого, да? То есть освоение пространства дает право на эти земли. Вот такое. Потому что до этого была пустота. То есть пастбище это пустота, я не знаю. Но пустота это искусственно создана историками. Здесь не было пустоты. Есть очень много свидетельств о том, что и земледелие было, и постоянные эти. Но когда нужно показать, что ты отсталый, берется, то есть я уже цитировал Эдварда Карда, да, вот фетишизм документов, но даже из этих документов берется, Кар называл это историографический факт. Вы не врете? Вот тот же самый отношение с бывшей или бывшей. Вы не врете, но подбираете только плохие факты. Вы не врете, но подбираете только хорошие факты. И здесь, чтобы показать кочевников, вот пасторов, да, были взяты только факты о том, что они скотоводы. Но факты о том, что они земледельцы, и факты о том, что они ремесленники, были убраны. И вот эта макроистория очень сильно повлияла на нас, да, в следующее. И для нас сейчас культура, особенно в Советский Союз, когда была культура как здание, особенно через Дом культуры, вот Али Икмен хорошее исследование сделал, через Дом культуры приходила культура, и типа вот Маданяц Стяшек Чужгорбус, теперь культура через здание, да? А здание отрицается, что вообще было, а здания были. Ага, следующий. И здесь нужно говорить о том, что вот гегемония, что такое гегемония? Да, были альтернативные голоса туда-сюда, и сейчас они есть. Но государство очень сильный аппарат, который всеми своими, через образование, через телевидение, через научные такие вещи, в кавычках, естественно, оно насаждает нужные ему образы. Очень хорошо сравнить это вот, у Стругацких был фильм, рассказ «Необитаемый остров». Там на планете были вышки зомбирующие, и они вот мысли людям внушали, нужны. И в принципе Айтматов про это и писал. Первоначальное название «И дольше века длится день» было «Обруч». Но когда в роман-газете публиковалось, название «Обруч» не пропустили. В 90-м году переиздание было, и он в предисловии это описал.
И если мы посмотрим обруч, что такое в айтматовском понимании, тогда первый обруч это был вот этот шири, да? Кожа на голове манкурта, это такой личностный уровень. Второй уровень страновой, тоталитаризм сталинский. И третий уровень этот пояс спутника, который сейчас Илон Маск запускает. Это вот который гегемонию нужных идей людям уже на планетарном уровне будет. И вот в обитаемый остров было два землянина, которые приехали на эту планету. Первый землянин внедрился в эту систему, как Джанар Ахаев, и хотел эту систему использовать для добрых идей. Второй землянин вообще хотел эти вышки взорвать. То есть ему не надо вот эта иерархическая система, ему нужна свобода. Говорит, пусть люди сами решают, что нужно, что не нужно. Мы не боги, да, чтобы захватить эту систему и добро сеять. Потому что мы не можем сеять добро через зло. Потому что система это сама по себе зло. Ее надо разрушить. И так далее. И вот, когда вот такие наслоения идут, сначала Ленин, потом религия, вот такое химерное мышление появляется. Оно сейчас у нас у всех. Мулы могут Ленина хвалить, я не знаю. Репрессированные, у кого там кулаков. Кто-то говорил, вот моих предков на Украину послали, блин, там погибли очень многие. И в то же время Абдрахманова хвалят. Вот он пострадал, репрессирован. Так Абдрахманов же их послал на Украину. Да? То есть вот такое наслоение образования, идеологии и так далее, это же все вот это обруч, который на индивидуальном уровне, страновом, теперь еще и на планетарном уровне идет, и у нас постоянно вот эти наслоения. Что такое, да, отсутствие критического мышления? Вот, кто церковь разрушил? Это вот наслоение. Он жил при Ленине, он не может это выбросить. Но в 90-е годы появились, там, церковь, там, Путин, я не знаю, скрепы и так далее. И вот новое наслоение к нему приходит опять сверху, зомбирующих выше, будь то церковь, мечеть или там власть и так далее. Ага, следующий. И поэтому вот тот образ, который сложился в советское время, кочевник, кочующий воин и так далее, он сейчас очень хорошо используется с теми же зомбирующими вышками, но это игры в кочевника, а не кочевник. Кочевник это другое, можно сказать? И у нас такой диссонанс, да? С одной стороны, Кыргызчоро это, блин, вау, да? А что Кыргызчоро может, да? Только ЛГБТшников гонять и девчонок гонять, да? То есть уже Манас не тот, да, какой-то, да? Как этот рука аппарата, да? Самое прикольное, да, что вот эти кураторы по судебной системе. При Атамбаеве это был Манас Арабаев, да? А сейчас Алмамбет какой-то. Идет, это вообще, да, то есть, или там, скажем, Чубак. Значит, аты назад туда держишь, да? Следующий будет Чубак. Инфляция имен был там, инфляция имен. Тот же самый Чубак в Манасе, он чызбыған чыгарды, да? В разведку пойти, разведка самая опасная же. Он говорит, я пойду в разведку, что ты, блин, его посылаешь? Вот так он спорит. А наш Чубак сейчас говорит, я 2 жены возьму, да? Вот такой спор, чир, да, вот такой. Современный чубаковский чир. И у нас такой когнитивный диссонанс. Вот с одной стороны нам говорят, вы великие, свободные, там туда-сюда, но вот наша реальность, да? То есть вот это уже пошлость полкала, да? К сожалению. Вот монасоведение вели, никому это не нравится, да, и слишком, вот то, что Наталья говорит, слишком вот эти все. Можно просто 2 слова в защиту Герцена. Он рисовал эпос, а не рисовал заказ властей. Да, это немножко... да. Все, извините. Это сам по себе образ действительно очень классный, да? Мы его так затаскали уже.
Да. Согласитесь? Но монастырского образа после Герцена никто не смог создать, да? Да. Ну его в фотошопе синим делают, там кто-то, да, сделал, там, блер сделал, еще что-то, ну, короче, ничего не могут сделать, да? Ага, дальше. Вот тоже наш образ такой кочевника, да, который идет, идентичность такая. Но на самом деле вот, да. Ну, единственное, что от нас осталось, и то это образ. Ну, мясо едим. О, мы же кочевники, мясо. Мясо ели только байли, очень редко. Курут, блин, зерно и так далее, тару, это обычное, еще, если бы еще и было. Там, скажем, вот, не Марко Поло, а другой монах, францисканский, написал, он же прошел из Рима до ставки, до Улан, ну, Рубрук? Каракарум. Рубрук, да. Рубрук. Он постоянно чувствовал голод же. И у всех это было. На протяжении от Рима до Каракарума постоянно у всех голод. Чуть их за еду не убивали. Все полуголодные ходили. Это сейчас мы в сытости живем. На самом деле, когда его вроде францисканцы, да, они такие прошли. Назад не смог же пойти, говорят, я больше не выдержу. Такой дороги я больше не выдержу. И вот это все, вот эта идентичность, как мы себя идентифицируем, и реальность, как мы ссорим, вот это мусор, где там в гармонии с природой, на играх кочевников балбалы валялись вот так и так далее. Да? То есть ну, очень много пафоса, очень много, и все это просто зомбирующая мышка. Ага. И здесь вот рациональность, и здесь тело. Опять давайте вернемся к телу. Представьте себе, я такой студент, да, поступил в МАНАС, не доучился там на магистратуре. 2 раза. Кандидатскую тоже не смог. Не смог бы я выдержать. Да, вот, ну, авторитеты говорили одно, вначале я подчинялся авторитетам до вот этой надписи. Я говорил, ну вот тамга как начало речи, кыргызы пишут снизу вверх, так и читается. Тюрки пишут сверху вниз. Почему? Кыргызы умайны, тюрки тени. Типа это вот не я говорю, это от имени Бога, да? Это от имени Матери Земли и так далее. Нет, говорят, это справа налево писали авторитет. Потом вот так памятник поставили. Памятник же ставят, чтобы читали, правильно? Ты приходишь, надпись читаешь. Тем более есть уйгурское письмо, оно пишется сверху вниз, оно курсивное такое, чтобы быстрее писать. Пока я не нашел вот это, ну, в интернете нашел вот это. Надпись «Скала». Это уже на скале сверху вниз. Штырская надпись на скале. Ну, скалу же не могут сначала справа налево написать, а потом поставить. Правильно, да? То есть здесь я доверял глазам, то есть чувствам. И вот очень важно, оказывается, не идти на поводу авторитетов. Ну, с Питера крэш-торный приезжает, говорит, нет, ты не прав. Я такой, да, я не прав.